Я Анзор Масхадов, сын избранного чеченского президента Аслана Масхадова, вероломно убитого по приказу Путина в 2005 году. Убитого на поле боя, воюющим против российских оккупантов. Российская мафия во главе с Путиным не выдала его тело семье, тем самым запретив похоронить его. Такую боль держат в себе тысячи чеченцев, которые стали жертвами российско-чеченской войны. Войны Ельцина, войны Путина. Хочу обратиться к народу Украины со словами поддержки. Сегодня все мы стали свидетелями того, как на рассвете 24 февраля Россия в худших традициях страны-агрессора из-под тишка, подло и цинично на глазах у всего мира, которому она нагло врала все это время, напала на Украину. Бои идут в разных направлениях. Гибнут люди. Первые часы этой войны уже окрасились кровью тех, чьи жизни она уже забрала. Мы видим, как Украина мужественно борется за правду, борется на своей родной земле и мужественно отстаивает ее. Это ваша земля, поэтому никто не имеет права посягать на нее. Мы, чеченцы, как никто другой, сегодня понимаем вас. Для России это не впервые убивать невинных, приносить горе и страдания, вторгаясь на чужие территории. Начиная с 1994 года Россия вела войну против нашего государства на глазах у всего мира, убивая наших женщин, мужчин, стариков и детей. Наш народ сопротивлялся этому врагу в войне, которую навязала нам Россия. Так же, как они делают это по отношению к украинцам, навесив на весь народ ярлык бандита и террориста. По разным подсчетам, мы потеряли в той войне около 300 тысяч наших граждан. Глядя на варварские обстрелы и вторжение российских оккупантов на территорию Украины, чеченцы видят в этом и вспоминают войну Ельцина 1994 года и войну Путина 1999 года. В этих войнах мы стояли до конца, без сторонней поддержки, и показали миру, что нет сильнее оружия, чем дух народа. Уверен, что украинцы поставят бешеного Путина на свое место. Началом широкомасштабного вторжения на территорию Украины Путин подписал себе этим приговор. В России начали понимать, что Путин не умеет созидать, он умеет лишь уничтожать и убивать. И своими действиями он добивает Россию. И придет день, когда россияне сами не простят ему это. В 1994-1995 годах украинские добровольцы стояли бок о бок, воюя против российских оккупантов на чеченской земле. Сегодня есть чеченские добровольцы, которые воюют против российского агрессора вместе с лучшими сыновьями Украины на украинской земле. Мы стояли рядом и будем стоять всегда, и будем стоять до конца. Сегодня наступил момент, когда каждый из нас, будь он чеченец, украинец, русский или кто-то другой, должен выбрать сторону. Будет ли он на стороне света или на стороне абсолютной тьмы. Украина, мы обязательно победим. Мы должны победить. Слава Украине, героям слава!